что вот вообще, что у тебя сейчас в жизни происходит, в принципе? У меня сейчас в жизни не происходит ничего. У меня сейчас в жизни у меня сейчас происходит то, что мы с семьей сидим в бункере и скрываемся от киллеров Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Блин, вот я никогда не думал, что моя жизнь превратится в такую пошлую штирлицаду вообще, если честно, конечно. То есть ты никуда не выходишь? Нет, ну куда я могу выйти? Я не могу никуда выйти. Охрана меня не могут выпустить ни в какое же людное место сейчас. И вот все, хорошо, вот элементарные, да, бытовые вещи, продукты, тебе привозят домой? Как это все? Ну, продукты, да, мне привозят. В магазин меня не выпускают. Сижу, наслаждаюсь размышлениями о жизни. Что это за размышления? Ну, поделись вообще просто, вот, знаешь, о жизни человека, который за сутки буквально погиб и в эти же сутки воскрес. Не, ну я сейчас об этом не думаю, если честно, потому что я только вот, мы сейчас только в себя пришли, да, потому что первые недели-две мы вообще просто отходили, конечно, да. Первые там дня 3 мы есть вообще не могли. Отошли мы только, наверное, недели через 2. Сейчас просто живем, просто входим в состояние такой обычной нормальной жизни. Ну, как обычной нормальной, да, потому что жизнь-то в очередной раз сломанная, и непонятно, что будет дальше, и где будет дальше, и как будет дальше, и что делать, и где жить, и там, и с ребенком надо в школу как-то ходить, и понятно, что всю жизнь ты так существовать не можешь, поэтому сейчас состояние такое подвешенное, да, такое состояние подвешенное, сейчас пока ждем, пока чем закончится хотя бы вот эта вот конкретная ситуация, да, ну а дальше будем смотреть дальше как что, пока не ясно, сейчас свою судьбу не я определяю, как пойдет, так пойдет. Ну, ты что-то подписывал, если не определяешь сам судьбу, да, я так понимаю, со службой безопасности, которая несет охрану за тебя? Нет, ну я свободный человек. Безусловно, меня никто ни к чему принудить не может, да, но с охраной ты подписываешь, да, там какую-то бумагу, в которой они говорят, что там, например, вот это делать нельзя, если ты будешь делать это и это, то мы снимаем с себя ответственность по твоей безопасности. Ну, мне это нафиг не надо, мне лучше пусть за мою безопасность отвечают. Поэтому, что мне говорят, я делаю, понимаешь? У нас с СБУ договор. Я не учу их, как писать статьи, они не учат меня, как проводить следствие и обеспечивать мою безопасность. Вот они мне говорят, делай вот это. Я говорю, окей, я делаю это, то, что они говорят. Но если ты откажешься, то есть тобой влечет страх, ты боишься до сих пор, и насколько вот сейчас этот страх трансформировался, может быть, немножко притупился? Нет, это не страх. Страх-то уже прошел. Это не страх, это... Я бы назвал это адекватной оценкой рисков, да, потому что риски-то остаются, риски существуют. Вон даже Герман на суде говорит, да, что существует несколько групп, да, даже он заявляет о том, что существует несколько групп. А я думаю, здесь их и не десяток, и может даже и не одна сотня, да, потому что люди работают, бабло сюда засылают, людей сюда засылают, оружие сюда засылают. И ну, понятно, что жизнь твоя изменилась. Да? Вот была какая-то одна жизнь, потом вот эта вот ситуация. И после этого жизнь, конечно, меняется кардинально, и тебе нужно выстраивать свои какие-то новые стратегии в соответствии с изменившимися условиями. Это понятно все. Ну, ты